Сегодня, в день выхода нашего телеканала в эфир цифрового телевидения, мы пригласили в студию министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Анатолия Семенова. Анатолий Аскалонович, здравствуйте. Доброе утро. Вот почти уже полгода, как наш регион перешел с аналога на цифру. Переход прошел достаточно гладко, но многие жители отмечали в своих пожеланиях, что хотели бы видеть в цифре и наши передачи. Какое значение имеют для Якутии эти врезки, которые начинаются с сегодняшнего дня? Разрешите поздравить, действительно, сегодня знаменательный, я считаю, день в истории якутского телевидения, потому что мы действительно очень долго этого ждали. В июне этого месяца мужественно переходили с аналогового на цифровое телевидение, за что даже нас похвалил Константин Юрьевич Носков, министр связи Российской Федерации. Ну и сейчас, хоть и в таком виде, но на ОТР, национальная вещательная компания в лице Якутия-24 вышла в эфир в цифровом вещании. Я поздравляю всех. Это на самом деле большое событие, потому что, как вы знаете, большое начинается с малого. И я напомню, что в свое время НВК Саха тоже начинала не с 17 часов, не с 24 часов, но всего лишь с часа или полутора. Но нам сейчас дали целых 5 часов цифровом вещании. Я думаю, что наш зритель привыкнет и будет нас искать и ждать на УТР теперь. Какие дальнейшие планы по развитию нашего телевидения? Они делятся на два вида. Я считаю, что в первую очередь речь идет, наверное, про способы доставки сигнала, я так бы сказал. Да? То есть национальная вещательная компания СХ представлена в широком сегменте. Мы, что называется, от аналога до цифры. Мы есть в аналоговом вещании, мы есть в кабеле, на Транстелекоме, Ростелекоме, там очень много нас смотрят. Мы сейчас на спутниковом сегменте, это Орион Экспресс, НТВ+. И большие планы у нас, конечно, это по развитию интернет-телевидения. Сегодня есть и на Яндекс.ТВ, НВК Саха, и на других интернет-ресурсах. И я вот в целом как-то оптимистично смотрю на то, потому что в первую очередь для меня все-таки цифровое телевидение – это, наверное, интернет-телевидение, потому что оно не ограничено ничем. То есть, 3 миллиарда пользователей, весь мир, и мы знаем, как мы развиваем оптоволоконные линии в республике. Уже почти 82% населения нас смотрит, могут смотреть на оптоволоконных линиях, поэтому и мы будем развивать оптоволоконные линии, быстрый интернет, поэтому в целом смартфонизация, количество смартфонов растет среди населения. Я думаю, что перспектива в этом. То есть сегодня появляются даже детские телеканалы на YouTube, и появляются развлекательные каналы. НВК Саха снимает очень много уже развлекательного контента, сериалы и интересные различные новостные сюжеты. Я вот просто верю в то, что НВК будет таким экспортно-ориентированным телевидением, то есть будет доступно для широких масс и будет вещать в интернете. Ну что ж, Анатолий Аскалонович, спасибо за поздравления. Мы вас, в свою очередь, тоже поздравляем, потому что вы и ваше министерство приложили немало усилий к этому. Поздравляем и наших телезрителей с этим событием. И напоминаем еще раз, что наш телеканал теперь можно ежедневно с 6 до 9 часов утра и с 17 до 19 часов вечера по местному времени смотреть и на общественном российском телевидении.